Это было ужасно, мы чудом выжили. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Мы крепко спали. Хозяин квартиры стал стучаться и кричать, что дом горит. Выходите скорее. Теперь мы вынуждены временно ютиться у знакомых, говорит Дилджон Азизи, афганский беженец. По его словам, при пожаре шестиэтажного жилого дома в центре Багдада пострадала их съемная квартира, и он с семьей ночевал на улице. Дилджон переживает, что быстро найти другое жилье будет не так просто. Услышав новость о пожаре, Рахматулла Шарофов приехал в Багдад из отдаленного Нурабадского района. По его словам, при пожаре полностью сгорела квартира его тети. Моя тетя, хозяйка квартиры, находится в России. Свою квартиру она сдавала. Тетя позвонила из России и сказала про пожар. И сразу же приехал. Посмотрите, все сгорело, ничего не осталось, сказал он 17 апреля. از روی مساحت معین کرده شده 450 متر مربع معین شده است و با 6 منزل استقامتی ضرر رسیده است. aynı zaman گروه کاری چطور قید کردن گروه کاری مقامات اجرایی کنند دولت شهر وحدت کاربری نموده هستند تا اینکه ضرر رسیده رو معاین نمایند. Пожар произошел в ночь на 16 апреля. На видео одного из пользователей соцсетей видно, что огонь начал распространяться от одной из квартир на 6-м этаже, откуда перекинулся к соседям. Огонь полностью уничтожил квартиры на последнем этаже. Квартиры на 5-м этаже получили повреждения из-за задымления и большого напора воды при ликвидации пожара. Администрация Багдада заявила, что официального заключения о причинах пожара во многоэтажном доме пока нет, но по предварительным данным возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки или неправильного использования электрооборудования. Шакирджон Икрамзада, заместитель председателя Багдада, сообщил 17 апреля, что площадь пожара составила 450 квадратных метров. Специалисты пожарной лаборатории исследуют вещдоки, собранные на месте пожара. Будем ждать результатов, отметил он. Некоторые жильцы квартир с 5-го этажа считают себя пострадавшими. При ликвидации пожара их квартиры залило водой, и теперь они непригодны для проживания. Жильцы обеспокоены тем, что власти до сих пор не дали четкого ответа о судьбе их квартир. В хукумате города Багдад сказали, что как только специалисты оценят нанесенный ущерб, будет поставлен вопрос о восстановлении квартир. По словам заместителя мэра Багдада Шакирджона Икрамзада, в настоящее время рабочая группа определяет размер ущерба, а те, кто застраховал свое жилье, получат возмещение. Но пока никто не предоставил необходимых документов. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, государство и, в принципе, местные хукуматы должны нести ответственность за квартиры этих жильцов? Возможно, вы стали свидетелем чего-то подобного и можете рассказать. Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.